Подваль там куда-то. Чтобы зайти в квартиру, сотрудникам аварийной службы пришлось надевать сапоги потолще и повыше, иначе можно было в прямом смысле свариться заживо. На кухне лопнула труба с горячей водой. Вскоре замкнула проводку, треск из электрощитков раздавался еще долго. Хозяев квартиры соседи не знают. Ее купили и сразу стали сдавать. Здесь сами на Каролинку. Я не знаю, кто где живет. Хозяева? Да. До этого вечера здесь жили иностранцы, приезжие из ближнего зарубежья. Но, по словам очевидцев, как только полилась вода, они просто убежали. Потоки кипятка вскоре стали проблемой для всех. Клубы пара стали подниматься наверх. Что не вижу? Я тебя решила, да. Кому что сказать? Света нет, техника заработала. Замыкать проводку стало и на втором этаже. А как телефон-то заряжать проводку? Нет, там вывел просто щиток, походу. Нет, они пожарные включили. Да? У меня там проводка начала двигаться. Все это время вода продолжала литься. Перекрыли трубы только спустя минут 40 после сообщения о ЧП. Дом остался без горячей воды. Часть квартир, наиболее отсыревшие, еще и без электричества. Владельцы этой квартиры вскоре пришли, но единственное, что они смогли сделать, это распахнуть пошире дверь, чтобы пар выходил на улицу. Теперь им предстоит поменять разорвавшуюся трубу, а жителям подъезда решить, будут ли они требовать возмещения ущерба. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112.